Добрый день, дорогие друзья. Вот у нас случилась опять вязка канадского волка и западно-сибирской лайки. Конечно, без кое-каких препаратов не обошлись. 3 дня Акела никак не подходил, ничего не делал. Здесь пришлось дать ему препараты безопасные. И вуаля. Ну и с моей помощью, конечно, я придерживал Ою. Она ему никак не хотела тоже давать. Он, наверное, очень сильно ее перевернул, когда она огрызалась. И после этого постоянно, в общем, начала от себя отгонять. Мы думали, уже течка закончилась. Подвели к Лешему посмотреть, а Леша на нее кидается, и она стоит как стоит, ну, дается. Поэтому пробовал еще раз сейчас с Акелой. Это у нас контрольная вязка. Сегодня у нас, я не помню, или 18 или 17 число. Надеюсь, что Оя забеременеет и принесет нам прекрасных щенков. Я очень рад, что все получилось. Это у нас контрольные. Может быть, до этого тоже были, когда она ночевала. Но не знаю, может и не было. Вы говорите, что у него там что-то болит, что-то там еще. Нет, ничего не болит. Это нормально. В замке постояли они 5 минут тогда. И разъединились. Это нормально. Это если бы они на первой минуте рассоединились, вот это было бы ненормально. А так они стоят 5-7 минут. Вон Акела уже, скажи, я на опыте. Я могу, скажи, да? А и Оя умничка. Пришлось ее немножко подержать за голову. Но Акела, скажи, Акела научился. Вот теперь стоят. Молодцы. Птички щебечут. Когда сидят. Тоже контролируют, скажи, вязку, да? Вон синички. Вы, друзья, будете говорить, вот там зачем-то какие-то препараты давал, еще что, сразу хейтерам. Друзья, я ее привез за 5000 километров не для того, чтобы она здесь посидела в вольере. Ну, чтобы вы понимали. Потратил очень большие деньги на это все. И, ну, я тут без этого вообще не могу. Шо, Акела? Вот твои глаза. Ничего, потерпи, Акел. Все нормально, это так и должно быть. Поэтому пришлось ему взять Виагры. Все нормально, все хорошо, Акела. Все, молодец. Он уже знает, когда я, в общем, начал помогать держать ее, он сразу понял, что нужно делать, и сразу подскочил. Уже соображает. В общем, мы с Акелой одна команда, да, Акел? Вот, как встали в замок, я где-то через секунд 40 начал снимать. И вот прям при вас они стоят. Сколько уже? 4 минуты. Ну, плюс 40, ну, минут 5 уже стоят они в замке. Я думаю, надо будет Ою отсаживать. Хотя Акела уже не будет лезть. Вот он сделал, все, наверное, на сутки сейчас отдыхать ляжет и будет ее облизывать, ухаживать. Он за ней постоянно ходил, ухаживал, облизывал. Больше и ничего не делал. А Оя все просилась, хотелось. А Акела нет. Скажи, я ухаживаю за тобой. Ой-ой-ой, аккуратней.
У нас еще, кстати, Оя не только юная чемпионка, она и чемпионка России в старшей группе тоже заработала дипломы. Плюс она выигрывала гонки по ездовым видам спорта. Дядя Саша Зубов участвовал в этих гонках. И Оя одна из собак, которая была в упряжке. Тянет она, кстати, будь здоров, когда ее на поводке водишь. Чувствуется сразу. Натасканная. Они первое место, по-моему, по Ямалую занимали первое место. Или по городу, не буду врать, не помню. В общем, он говорил, там хаски, тоже все упряжки всякие были. Ну и западносибирские лайки были в упряжке и выиграли эти гонки. Поэтому они не только могут в охоте участвовать. Кстати, смотрю, в этот раз они в замке дольше стоят. Акела, ты все растягиваешь, да? Вы такие смешные, это капец. Постой, постой, полезно. Мы с утра на зайчика ходили, он нас обманул. Ты ко мне, Акела, подходишь? Ну подходи. Или ты мимо, чтобы я помог. Смотрите, кайфует. Ой, слюни аж текут. Ой. Все хорошо, девочка, все хорошо. Конечно, с той бы стороны снимать и посветлее с угла. Ну вот уже почти 8 минут стоят в замке. Ну, надеюсь, Оя, ты нас не подведешь и не пропустуешь эту вязку. Оя, Оя, не лезь туда, Оя. Он таскает за собой. Ну, посмотрите, вот так вот размеры видны. Башка, конечно, у него в 2 раза больше. Ну и на лапах, и хвост, и туловище. Но он и весит в 2 раза больше. Ой, у нас 30 килограмм весит. А Акела, не знаю, ну 70 он точно весит. Рычит, смотрите на нее. Оп, кувырок. Акела, не кусай ее. Акела. Акела. Вот дурачина. Вот дурачок. Ой, ой, все, тихо, тихо. Акела, ты дурачок, что ли? Ты что творишь? Ой, а тут при чем? Ой. Сейчас отлипнете вы. Слушайте, ну в этот раз прям долго стоят. В прошлый раз, может, я испугал и первый раз дернулся. А здесь вон он сколько стоит. Может, плюс вот эти препараты подействовали так. Соточка. Опа! У нас работа продолжается. Пока я там контролировал вязку. У нас... Все, Тайга, прекращай. Сейчас выпущу тебя. Все. У нас Сергей здесь. Я вчера вот забился колышки. У нас Сергей приехал с выходных и сразу за работу. Поздоровайтесь. Конечно, мы не сачкуем. Андрюха добил те колышки, которые ему оставил. Сейчас я быстренько тут 4 пролета доварю. И с завтрашнего дня начинаем заниматься натяжкой. Верхнюю сетку, да. Мы уже натянули. Начинаем эту сторону натягивать. Обварили.
Так что у нас все идет по плану. Граждане, товарищи, не переживайте, мы не сачкуем. Да. А это вот помощники наши, которые Алита тут лезет везде, все хочет, кабеля, сварку съесть, все такая шельма. Иди отсюда. Зайца не догнала сегодня, иди. Всё. Только на братиша Оставь может. нас безужина, иди вон теперь за хвост гоняй этого. Братишу взял сметанки с творогом, так как у него очень плохие зубки, ему не хватает кальция. У Алитки они белоснежные, простой кальций он не ест. Леший, что творишь? Так, где у нас тут миска была? Сейчас мы положим, все сложим, сделаем. Братишу пусть поест. Посмотрите, как братиш активизировался. Вот мы ему сделали такую смесь. Сейчас дадим ему покушать. Сейчас, подожди, малой. Нельзя, тайга, нельзя, стой, мордастый. Стой, мордастый, стой, уйди. Ну, началось у тебя. Давай ешь, тебе кальция не хватает. Ты еще тут выделываешься на меня. Сейчас выключу. Ешь, сметана, блин, разлилась. Ну, сейчас все доешь. Ну, ему, походу, не только кальция не хватает. Видите, мясом одним кормим. Если я Акелу. Ну, хотя, видите, Алиту тоже. Ну, я Алите давал кальций, а этот выплевывает кальций, не ест. Надо его или крошить вот так тоже. Ну, или творогом кормить. Творог, сметана. Ну, вот это 2 творожка и банка сметаны 300 рублей. Это вот так каждый день 300 рублей. Помимо мяса. Ну, и сами считайте, сколько будет уходить на него. Пока он молодой, зубки надо восстановить. А то он и ест медленнее всех. И грызет очень тяжело все. Точит косточки. Не знаю, может его как-то не так кормили в детстве, потому что он уже приехал. У него был один зуб полностью коричневый. Сейчас более-менее, но все равно не такие должны зубы быть у 8-месячного волка. Они быть должны белоснежные. Да и вообще у любой собаки, не говоря о волках. А у него они вот не хватает в организме. Вроде бы кормлю и печеночка, и сердце, и курица, и гуся, и утки, и все тут на свете, и рыба. Но не хватает, видимо. Уколы я не знаю, это вдвоем надо ему ставить. Один я не смогу. Потом еще обозлится на меня. Да, братиш? Ну, сметанку. Вот сметаночки. Свежая сметанка, а ты не хочешь лакать ее. И варит, я отвлекаю братиша, чтобы он там не носился, а Алиту с тайгой вообще убрал с вольера. Сейчас, Масю, сейчас, подожди, я тебе просто так ничего не дам. Подожди, сидеть, умниц, сидеть, братиш, сидеть, братишка, сидеть, нет, сидеть, братиш, сидеть, какой неугомонный. Сидеть, братиш, сел, нельзя, сидеть,
Нет, не дам. Сидеть. 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 Нет, кто будет сидеть? Сидеть. Сидеть, братиш, сидеть. Молодец, все, молодец. Это у нас омега-3 я ему даю. Ты еще мне не ешь, ты что, прикололся? Давай ешь. Вот волки как-то неохотно это едят такие витамины всякие, лекарства. Как бы собаки гибриды в лед, а вот волки как-то, Акела вообще не ест. Никакие витамины, ничего. Он, видите, как тяжело и раскусывает, и все, и ест ему. Ничего, сейчас мы тебя витаминизируем, братиш. Красавец. Давай повторим с тобой еще. Смотри, давай понюхать. Все, сидеть, сидеть, сидеть. Не... Блин, сидеть. Братиш, сидеть, сидеть. Вот, все, сиди, сиди. Стоп. Нет, давай закреплять. Братиш, сидеть, сидеть. Молодец. Все, молодец. Молодчина. Умница. Умница. Тут или свет падает. Свет не так упал. Ты давай не балуйся, а ешь. Съел? Братиш. Все, нету. Давай мы теперь дадим тебе для зуба. Погрызешь, пойдем. Иди сюда. Братиш. Что у меня? Братиш? Опа. Ну все, грызи с моих рук. А то ты сейчас спрячешь. И не будешь ничего грызть. Точи свои зубки. Ну вот, и выбросил. Это что такое? Ну вот, видите, у него вот этот зуб очень плохой. Давай покажи тот зуб. И тот начинает. Этот вообще как будто, он, видите, налет какой. Вроде бы и кости, и мясо, все есть, а не знаю, может рыбы подавать на месяц, посадить на рыбу. Хотя навряд ли он у меня. Алита же одинаковый рацион у них. Вот все одинаково. У всех вообще все одинаково. Вот у братиша вот такая проблемка небольшая. Если есть у меня тоже специализированные ветеринары, отпишитесь мне в комментарии. Обязательно буду все читать, смотреть. Только кто реально шарит, а не так вот от себя. Кто просто думает, какие-то доводы. Прям пишите, я там работаю в клинике, знаю, что это такое. Потому что ветеринары тоже разные бывают. И многие сами даже не знают, пока анализы не возьмут. Но здесь все очевидно, в принципе. Чё, нежно. Ты не рычи на меня. Лесной брат.
Ну а кто есть будет? Кто есть будет? Нету, все. Доедай, братиш. Нету. Тебе нравится с рук, когда я тебя кормлю, да? Ты ласкунь, ласкунь, ласкун. Ласкунчик мой. Какой он нежный. Как он нежности любит. Ну, вот, вот у тебя есть, иди. На, иди сюда. Все ему с рук надо подавать. Все тебе с рук надо подавать. Здесь немножко надо тебе растрясти. Туалита тебе тут все вообще капец. Просто капец. Тебе вообще надо в тепло бы завести это все. Расчесать. У тебя грива хотя бы появилась. Посмотрите, какая шерсть здесь длинная. Видно, что северный волк. Посмотрите. Таежный подвид волка. Якутский. Очень такая длинная шерсть у него. А тут кто будет? Вот, смотри. Ты вон что выплюнул. Ну не красавец ли ты? Посмотрите на его взгляд, на его глаза. Почему я говорю лесной брат на него? Потому что он с леса у нас был. Был в лесу, скажи, рожден. В природе. Наш природник. На. Видите, он как нехотя. Алита и тайга, я не знаю, съедает вот такую косточку. Ну, наверное, за секунд 30 разгрызает. А он как-то это, вот так нехотя, уже 5 минут ее грызет. На. Но у него на следующий год поменяется этот шерсть. Будет уже взрослая, а не пушковая, да, скажи? Щенячка. Волчонок мой. Ну а Кела хотя сразу был таким пушистым просто. Это, слышите, это у нас леший там выделывается на фурию, а Линда рядом сидит и защищает тоже. Хочешь напасть на фурию. Ну ладно, не хочешь, не надо. Чак, 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 чак. Чак. Давай, не борзей. Не борзей. Что? Все, нету больше ничего. Ничего нету. Ничего нету. Великан. Посмотрите, братиш хулиганит. Эй, братиш, ты чё? Хулиган. Пытается открыть. Ты чё, хулиганье? О, нифига себе ты. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй, я тебе дам. Ну-ка, прекращай. Хулиган. Ты сладость. Хрюнди. Кто рычит? Кто рычит?
А ты чё наглая здесь? Синичка. Или кто ты у нас? Какая ты смелая. Ну, Алита, стырила мясо нашла. Наша как раз, не ваша, а наша. Сейчас, братиш, дам тебе